Добрый день, уважаемые зрители! На фоне возникновения проблем и конфликтов вокруг казахского языка хочется высказать свою точку зрения. Думаю, что каждая нация и язык обладает своим своеобразием и своей уникальностью. Безусловно, без языка нет нации. Язык является одним из основных, говоря современным языком, является одним из основных компонентов формирования нации. Уникальностью же казахского языка, на мой взгляд, то, что он является одним из духовно богатым языком. Если говорить на высоком уровне, на литературно-культурном казахском языке, то человек получает духовную силу. Адамның жаны қуаттанады, егер де қазақша биік деңгейде мәдени түрде сөйлесеңіз. Если человек соблюдает казахские обычаи, носит национальную одежду, питается натуральными продуктами, говорит на казахском языке, в общем, живет в соответствии с традициями и культурой казахской нации, то у человека укрепляется аура, то есть здоровье. Соответственно, человек меняется изнутри. И, наконец, он бывает защищен от негативных воздействий. Я думаю, что это является главной причиной того, что происходит с казахским языком. Задача лукавого – не дать этому языку развиться, как бы это ни звучало странно. «Разделяй властвуй» – это девиз падшего ангела, то есть сатаны. Постараемся вкратце разобраться, кто такой сатана или что это такое. Если говорить в двух словах, то это темные силы, это наши негативы, наши пороки, в общем, наш плохой характер. В Коране написано, что сатана подойдет к вам и слева, и справа, и сзади, и сядет у вас на прямом пути. Сядет у вас на прямом пути. Для мыслящего человека, я думаю, это много о чем говорит. Не надо искать сатану снаружи, надо обуздать его внутри себя. Если мы не исправим себя внутри, то мы всегда будем подвержены влиянию и снаружи. Люди под его влиянием разделились и воюют. Разделились на государства, на идеологии, на партии, на нации, на языки и так далее. Разделились на религии, хотя начиная с Адама и Евы, у всех религий одни и те же пророки, и одна и та же цель – это познать Бога и попасть в рай. Учитывая положение казахского языка, считаю, что под влиянием черных сил в этом направлении идет неправильная политика государства. Если говорить образно, то нет здоровой почвы, на которую можно было бы посадить росток казахского языка. В Казахстане со школьного возраста, то есть 6 лет, изучает 3 языка. А это ребенок, он еще не сформировался. Он как губка впитывает в себя все, что ему говорят, все то, к чему его учат. Он еще не знает, кто он такой, какой он нации, культуры. В результате он вырастает, как говорил Чингиз Айтматов, вырастает мангуртом. Человек, не знающий своих обычаев, не впитавший это с раннего детства, не может принадлежать какой-либо нации. Скорее всего, его можно назвать нейтрально – мангуртом, глобалистом, в крайнем случае – американцем. Думаю, что ко всему нужно подходить с научной стороны. Чтобы не выращивать мангуртов, чтобы сохранить здоровую нацию, необходимо до 12-13 лет ребенка обучать и воспитывать только на родном языке. И лишь после того, как он сформируется, можно изучать и другие языки. Русский язык необходимо знать. Полезно знать и другие языки, чтобы жить в ногу со временем. Но прежде, повторюсь, надо дать ребенку возможность сформироваться. Думаю, что есть языки, посредством которых хорошо развивается технический прогресс. Есть практичные языки, при помощи которых легко общаться. И есть духовно богатые языки. Таковым является казахский язык. Повторюсь, есть один враг для людей. Это все тот же черт. Многие националисты, будь то русские или казахи, сами того не подозревая, выполняют его задачу. Разделяют людей, сеют конфликты и войны. Поэтому, если в будущем мы хотим развить казахский язык и воспитать здоровую нацию, надо сначала построить фундамент. Кому-то нравится, кому-то нет, но если мы хотим остаться казахами, надо учить наших детей с 6 лет на 3 языках. Это выступление я подготовил еще 4 месяца назад, даже снял пробное видео, но не опубликовал, потому что не был в себе уверен. После того, как для Тюркского союза был выбран казахский язык,
Так как корни казахского языка был наиболее близок к древнетюркскому языку, это послужило для меня поддержкой и придало уверенности, что у меня правильное убеждение. Я уверен, что недалек тот день, когда казахский язык не только в тюркском мире, но и учеными мира всего будет оценен по достоинству. Убежден, что для балансировки и гармонии в мире каждый язык будет изучен и оценен. Адамның ақылы тікелей оның жанына байланысты деп ойлаймын. Сондықтан қазақ дәстүріне сай өмір сүріп, қазақша сөйлеп, жанымызды қуаттандырып, ақылымызды өсірейік ағайын. Я надеюсь, что был понят. С вами был Ермухамбетов Айбулат Акпаевич. До новых встреч!